Добрый день, в эфире новости, в студии Джангулмырза Дуйшинбекова. В Ереване сегодня саммит Высшего совета ЕАЭС. Накануне туда прилетел глава нашего государства Сооронбай Жээнбеков. Отмечается, что в столице Армении сегодня встречаются президенты 8 стран. Это не только лидеры государств-участниц евразийского пространства. К ним присоединились президент Молдовы, Ирана и Сингапура. Ожидается, что Евразийский экономический союз подпишет с этим государством договор о свободной торговле. Глава Молдовы Игорь Додон приглашен на заседание Совета в качестве наблюдателя. Ну а лидер Ирана Хасан Рухани и премьер-министр Сингапура Ли Сян Лун – почетные гости. В повестке заседания значится несколько вопросов. Все они связаны с укреплением торгово-экономических связей, наращиванием оборота в рамках единого рынка товаров, услуг и рабочей силы ЕАЭС, а также выработкой решений по ликвидации барьеров, которые мешают 5 странам-союзникам интегрировать их экономику в единое торговое пространство. Сооронбай Жээнбеков и Игорь Додон сегодня обговорили развитие двусторонних отношений между нашими странами. Встреча прошла на полях саммита ЕАЭС. Глава нашего государства констатировал, что уровень нынешних двусторонних отношений не отвечает имеющемуся потенциалу между странами. Он еще раз подчеркнул важность активизации торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Молдовой. Наша страна заинтересована в аграрном опыте, который имеется у Молдовы в вопросе продвижения их сельхозпродукции на рынке Европейского Союза. В свою очередь Игорь Додон отметил, что товарооборот между двумя нашими государствами невысокий. По итогам 2018 года он составил всего $1,5 миллиона. Однако молдавский лидер заявил, что именно в Кыргызстане на саммите ЕАЭС 2017 года его страна взяла курс на сближение с этим экономическим объединением. В заключении оба лидера обменялись приглашениями посетить страны друг друга с официальным визитом. Несмотря на рабочую поездку, президент уделил особенное внимание пожилым кыргызстанцам. Сооронбай Жээнбеков по случаю Международного дня пожилых людей обратился к пенсионерам с поздравлениями. Он отметил, что у кыргызского народа старшие всегда занимали почетное место. Цитируя народную мудрость, глава государства отметил, что труд этого поколения следует высоко ценить, ведь в свое время они отдавали силы на развитие страны и на благо народа. Всем нашим пенсионерам президент пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни, быть окруженными любовью и заботой детей и общества. Кыргызы испокон веков с глубоким уважением и особенно заботой относились к пожилым людям. Народные пословицы «у кого есть пожилые, у того есть благополучие» и «надежно берегите советы старших» тому подтверждение. Государство прилагает все усилия, чтобы из года в год улучшать жизнь представителей старшего поколения. Через заботу о пожилых людях определяется эффективность государственной политики и духовный уровень общества. Мы должны всегда почитать, ценить, уважать пожилых людей и уделять им достойное внимание. Омирбек Текебаев и Дуйшинкул Чотонов снова сегодня предстали в суде. Очередное заседание проходит в Первомайском районном суде Бишкека. В отношении бывшего политика и бывшего министра продолжается пересмотр уголовного дела. На суде председательствует Айнура Сатарова. Известно, что сегодня адвокаты подсудимых озвучили имена новых свидетелей, которых необходимо опросить и которых ранее по этому делу не привлекали к слушанию. Среди них бывший первый заместитель министра внутренних дел Бакыт Алымбеков, экс-губернатор Ошской области Мамасадык Бакиров и экс-замминистра МВД Курсан Асанов. Последний пришел на сегодняшнее заседание и дал свои показания. В 2010 году, когда и развивались события дела, по которому обвиняют Текебаева и Чотонова, Курсан Асанов являлся начальником УВД города Ош. Он подтвердил, что лично встречал вертолет, на котором Дуйшинкул Чотонов, будучи министром чрезвычайных ситуаций, вместе с бывшими главами ГПС и Минобороны прибыл в Южную столицу. Было это 13 мая 2010 года, когда по утверждению обвинения Чотонов и Леонид Маевский встретились в ресторане «Супара», чтобы договориться о сумме за контрольный пакет ЗАО «Альфа-Телеком».
Спецслужбы задержали работника мэрии. Его подозревают в злоупотреблении должностным положением при выделении муниципалитетом столицы земельных участков под индивидуальную жилищную застройку. Арестованный заведовал одним из отделов. По данным следствия, в сговоре с другими лицами, войдя в доверие к членам общественного фонда, подозреваемые получили примерно 2 миллиона сомов за незаконное предоставление земельного участка площадью 7,2 гектара в жилмассиве Калыс-Ордо в Первомайском районе Бишкека. Отмечается, что задержанный подделал официальные документы и подписи руководителей мэрии, а также других государственных органов. На основании этих фиктивных разрешений пытался перевести земельные участки из одной категории в другую. Бывший работник мэрии и еще одна гражданка водворены в ИВС. Между тем, суд снова рассмотрел меру пресечения нескольким сторонникам бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Так, Фемида приняла решение оставить депутата Ирину Карамушкину и далее под домашним арестом. Продление пока назначено до 9 декабря. Ирину Карамушкину подозревают в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего главы государства. А вот экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова оставили под стражей. Первомайский районный суд столицы продлил арест Ниязова также до 9 декабря. Однако содержаться он будет по-прежнему в СИЗО-1. Госкомитет нацбезопасности завершил расследование по незаконному освобождению из мест лишения свободы крим-авторитета Азиза Батукаева. 18 подозреваемых, которые проходят по этому делу, ознакомлены с материалами. Один объявлен в розыск. Бусурман Култабалдиев уведомлен о подозрении заочно с объявлением в международный розыск, в том числе по линии Интерпола. 14 человек ранее сообщали в ГКНБ, пошли на сделку со следствием. Еще 4 отказались, в том числе бывший президент. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру для изучения законности принятых решений и передачи по подсудности. Лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых не будут выдавать компаниям без опыта и стажа работы. В Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования предлагают ввести ограничения. Минимум 5 лет должна компания реально отработать в горнорудном секторе, чтобы претендовать на право пользования недрами с целью разработки. Исключение будет только для компаний с госдолей участия и лицензирования подземных, пресных, минеральных и термоминеральных вод. Тем, кто более 2 лет удерживает месторождение без проведения на нем работ, лицензию будут аннулировать. С сегодняшнего дня в Кыргызстане увеличились пенсии. Надбавка зависит от размера начисленной выплаты и внесенных страховых взносов. Страховая часть пенсии увеличится от 7% и более. В среднем это увеличение составит 10,4%. Итого в правительстве посчитали, что средний размер пенсии составит 5820 сомов. Чтобы в этом году проиндексировать выплаты этой категории граждан, а на сегодня в стране 667 тысяч людей пенсионного возраста, средства, изысканные в республиканском бюджете и социальном фонде. С учетом повышения базовой части пенсии дополнительно потребуется почти 660 миллионов сомов, а страховой ее части 592 миллиона сомов. Онкологическое отделение для детей теперь будет размещаться в Национальном центре охраны материнства и детства в микрорайоне Джал. Об этом сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова. По ее словам, сегодня имеется много аргументов, в том числе и со стороны медиков, чтобы детская онкология находилась в многопрофильном лечебном заведении. Тот корпус, что возводится на территории Наццентра онкологии, возможно, отдадут для размещения взрослых пациентов. Строительство его в данное время приостановлено на уровне 3-го этажа. Омурбекова отметила, что стоимость строительства, по их данным, оказалась высокой. После выяснения всех обстоятельств здание достроят. Всемирно известный дрессировщик приехал в Бишкек со своей программой. Хамад Акута привез в Кыргызстан львов и тигра. Кроме того, в программе «Сокровища Египта» зрители смогут увидеть дрессированных обезьян, собак, медведя, ламу, а также воздушных гимнастов, жонглеров и многих других артистов, способных удивить даже самых требовательных зрителей от мала до велика. Подробности в нашем следующем сюжете.
Уже несколько дней в столичном цирке «Аншлаг». Билеты раскуплены уже на несколько представлений вперед. Все потому, что в Бишкек приехал всемирно известный дрессировщик Хамада Кута. Это уже не первое выступление заслуженного артиста Египта в нашем городе. 3 года назад он уже был в нашей стране. За это время Хамада Кута создал новую программу и решил начать гастроли именно с нашей страны. Это грандиозный шоу. Это номера цирков, которые на высшем уровне, которые всех лауреат международных конкурсов. И еще кроме медведей, кроме обезьяна, лама, собаки и нубийские львы и бенгальский тигр. Мне очень приятно, когда очень много зрителей меня спросили много раз, когда вы приедете, мы вас ждем. Это, конечно, очень приятно. И решили именно в этот момент начинаем в город Бишкек. Акробаты, жонглеры, клоуны и колоритный шоу-балет. А самых маленьких зрителей будут радовать дрессированные животные. В программе «Сокровища Египта» обезьяны, собачки, лама и дрессированный медведь. Однако гвоздь программы – это, конечно, хищники. Всемирно известный дрессировщик привез в Бишкек львов и тигра. Грация и мощь этих животных не оставит равнодушными зрителей. Первые зрители уже смогли оценить представление цирковой труппы, которую собрал Хамада Кута. Кого-то восхитили животные, кого-то жонглеры и клоуны. Но точно, никто не ушел с представления разочарованным. Мне понравились обезьяны. Вся программа была очень хорошая, классная. Что в цирке понравилось больше всего сегодня? Львы. Конечно. Тебе тигры понравились? Мне все, в общем, понравилось. Классно. Время провели. Почаще надо выходить. Мне понравились. Кто понравился в цирке больше всего? Клоун. Вот это представление меня поразило, особенно воздушная гимнастика. Мне было за нее страшно, я же болела за нее. В Бишкеке цирк Хамады Кута будет до 20 октября. А значит, зрители еще не раз смогут увидеть захватывающее выступление артистов. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.